Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшекшара. Сейчас по традиции расскажем коротко о самых главных событиях сегодняшнего дня. Делегация Народного фронта доставила в Сухум лампаду с частичкой вечного огня, горящего у Кремлевской стены в Александровском саду. Генеральная репетиция торжественного прохождения военнослужащих Министерства обороны прошла на площади Свободы в Сухуме. В Институте сельского хозяйства Академии наук Абхазии случилось значимое событие. Собрали первый в Абхазии урожай бананов. 9 мая в Москве состоится встреча президента Республики Абхазия Бадри Гунба с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба главы государства. По приглашению Владимира Путина Бадра Гунба также примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Акция «Огонь памяти» состоялась в Музее боевой славы в Сухуме. Делегация российского общественного движения «Народный фронт» доставила в Сухум лампаду с частичкой вечного огня, горящего у Кремлевской стены в Александровском саду на могиле неизвестного солдата. В мероприятии приняли участие вице-президент Беслан Бигвава, руководитель администрации президента Беслан Эшба, посол Абхазии в России Михаил Шургалин, представители Россотрудничества, столичной администрации и духовенства. Частички вечного огня передали всем районам республики. Репортаж Миланы Агарба. Церемония передачи лампады с частичкой вечного огня проходила у Государственного музея боевой славы имени Владислава Ардзенба. Лампаду приняла директор музея Мзия Бея. В мероприятии приняли участие вице-президент Беслан Бигвава, посол России в Абхазии Михаил Шургалин. Пусть этот огонь всегда напоминает нам о цене мира, о силе духа и о необходимости беречь правду о прошлом. От всей души хочу вас поздравить с этим великим праздником, великим Днем Победы. Пожелать мира, здоровья и уверенности в завтрашнем дне. В народах наших стран, Российской Федерации, Республики Абхазия, память о том подвиге, который совершили наши прадеды, деды, отцы, сегодня жива в наших сердцах. Мы с огромным удовлетворением отмечаем, что то братство, которое было закалено в 1941-1945 году, сейчас это братство среди военнослужащих Российской Федерации, Республики Абхазия наглядно проявляет себя на Донбассе, в Донецкой и Луганской народных республиках. Советник президента Абхазии, член Ассоциации добровольцев СВО Аляс Авицба отметил, что народ Абхазии всегда будет трепетно и бережно хранить память о героях Великой Отечественной войны. Сложно говорить о значимости Великой Победы. Все вы прекрасно знаете, какую цену заплатил советский народ за мирное небо. Все вы прекрасно знаете, с какими вызовами сегодня сталкивается Великая Россия и великий абхазский народ. Потому что мы, как и в то тяжелейшее время, разделяем участь и боль нашего братского народа. По словам депутата Государственной Думы Валерия Горюханова, в Абхазию прибыла большая делегация из разных регионов России. Он подчеркнул, что память о Великой Победе не знает границ. Видим, что память у нас общая. Мы сегодня проехали по Абхазии и увидели огромное количество плакатов, людей с георгиевскими ленточками. Это, конечно, очень приятно. Сегодня частицу вечного огня мы будем передавать ветеранам, будем передавать потомкам ветеранов, всех тех, детям войны, всем тем, кому не безразлична эта история, наша общая история. Огонь памяти – это не просто ритуал, а частичка совместной истории Абхазии и России, отмечали выступающие. 55 тысяч уроженцев Абхазии воевали на фронтах Великой Отечественной войны. 17 тысяч из них не вернулись домой. Милана Агарба, Фатима Гергия, Давид Хашиг, Абхазское телевидение. Генеральная репетиция торжественного прохождения военнослужащих Министерства обороны прошла на площади Свободы в Сухуме. В этом году в торжественном прохождении пеших колонн
парадных расчетов примут участие более 700 человек. Представители Министерства обороны, СГБ, ГСО, МВД, МЧС, ГТК, 7-й объединенной военной базы Минобороны Российской Федерации, Погрануправления ФСБ России в Абхазии. В параде Победы будет задействована военная техника и авиация. Торжественное прохождение, посвященное празднованию 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, состоится 9 мая на площади Свободы. Ежегодно мы проводим не менее 10 совместных тренировок для слаживания всего парадного расчета. Важность, она, безусловно, огромная. Это наша память, как здесь диктор озвучивал. Мы знаем, на фронта Великой Отечественной войны с Абхазии ушло больше 55 тысяч наших соотечественников. Из них больше 17 тысяч не вернулись в родные очаги. Это огромная память нашего народа. Эти традиции мы никогда не забудем и будем передавать с поколения в поколение. В Минобороны прошло торжественное собрание, посвященное 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Беслан Цвижба, министр обороны Абхазии, кавалер ордена Леона, поздравил военнослужащих с наступающим праздником и отметил, что 9 мая – дата, навечно вписанная в героическую историю человечества. Это праздник, объединяющий все поколения, представляющий собой символ национального единства и несгибаемой воли. В рамках мероприятия почетной грамотой президента Абхазии были награждены замминистра обороны Лизберт Пацхораглы и начальник управления боевой подготовки Беслан Мушба. В годы суровых испытаний сыновья и дочери Абхазии в едином строю с многонациональным советским народом совершили беспримерный подвиг. Из 55 тысяч наших соотечественников, ушедших на фронт, более 17 тысяч не вернулись к родным очагам. Их жертва – это цена нашей сегодняшней свободы. Проявляя исключительное мужество и верность долгу, воины из Абхазии вписали немало славных страниц в летопись войны. 23 наших земляка были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Пример стойкости поколения победителей стал тем нравственным ориентиром, который вдохновлял защитников нашей Родины уже в годы Отечественной войны народа Абхазии. Эта неразрывная связь времен жива и сегодня. Нынешнее поколение солдат и офицеров вооруженных сил республики достойно продолжает традиции предков, демонстрируя выдержку и постоянно совершенствуя боевое мастерство. Нет такой семьи, которой бы не коснулась та страшная война. Мы склоняем голову перед ветеранами и тружениками тыла, прошедшими через нечеловеческие испытания ради мира на земле. Сегодня достойные наследники победителей вновь стоят на защите правды. В зоне специальной военной операции они самоотверженно отстаивают национальные интересы России, нашего союзника и стратегического партнера, пресекая любые попытки возрождения нацизма. Сохранение боевых традиций и памяти о великом подвиге – это святая обязанность личного состава Вооруженных сил Республики Абхазия. Минобороны России объявила о перемирии в период с полуночи 8 мая до 10 мая. В указанный период все группировки российских войск в зоне специальной военной операции полностью прекратят боевые действия. Одновременно прекращаются удары ракетными войсками и артиллерией, высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по местам дислокации ВСУ и объектам инфраструктуры, связанными с ВПК и вооруженными силами в глубине территории Украины. Ранее в МИД Российской Федерации подчеркнули, что предыдущие инициативы Киева объявить перемирие по факту оказались обычным пиаром. После заявления Министерства обороны России о готовности решительно пресекать любые вооруженные провокации киевского режима, Зеленский поспешно попытался объявить о начале некого перемирия в ночь с 5 на 6 мая. У нас не было иллюзий относительно договороспособности киевского режима. У Зеленского слова вновь разошлись с реальными делами. Якобы введенный
им режим прекращения огня никто из боевиков ВСУ соблюдать, как вы видите, и не собирался. Всем давно очевидно, что Зеленский не стремится к миру, а насколько нам известно, никакого приказа о прекращении огня он вообще не отдавал. Все это кровавый пиар. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сегодня жестко прокомментировала предложение Владимира Зеленского о перемирии на 5-6 мая. По словам дипломата, этот шаг не более чем попытка Киева получить передышку для перегруппировки измотанных подразделений ВСУ. Захарова подчеркнула, что за гуманитарной риторикой Банковой скрывается тяжелое положение украинской армии и желание перебить российскую инициативу о пасхальном и праздничном перемирии. Особое внимание в МИД уделили реакции Киева на предложение России ввести мораторий на боевые действия в День Победы. Эту инициативу, к слову, активно поддержал президент США Дональд Трамп в ходе недавнего телефонного разговора с Владимиром Путиным. Однако в офисе Зеленского предложение вызвало нервную и истеричную реакцию. Вместо диалога из Киева посыпались намеки атаковать беспилотниками парад на Красной площади. Захарова также сказала, что ответ последует незамедлительно в случае атаки со стороны Киева на парад Победы. Хотелось бы также подчеркнуть, что вооруженные силы России продолжат решительно пресекать любые вооруженные провокации киевского режима. Мы рекомендуем крайне внимательно отнестись к заявлению Министерства обороны от 4 мая о перемирии ко Дню Победы и последствиях для Киева в случае его нарушения. Призываем украинских граждан и иностранный дипкорпус со всей серьезностью отнестись как к рекомендации Министерства обороны своевременно покинуть Киев, который может быть подвергнут ответному массированному ракетному удару в случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войны. Однако на данный момент российская сторона констатирует, переговоры превращаются в трату времени, так как Киев не проявляет самостоятельности и политической воли. О том, что Киев не намерен идти по пути мира, красноречиво говорит сводка Минобороны. Только за последние 4 часа дежурные средства ПВО отразили одну из самых массовых атак за последнее время. Перехвачено и уничтожено 127 украинских беспилотников. География налетов охватывает почти 20 регионов. От Крыма и Адыгеи до Перми и Удмуртии. Россия остается в режиме повышенной готовности. Силовики подчеркивают, провокации в День Победы не останутся безнаказанными. Роман Косарев специально для АГТРК. К другим темам. 2 новых почетных звания учреждены в Абхазии. Решение принято депутатами Народного собрания на очередном заседании сессии. Из 12 заявленных вопросов в повестке дня были рассмотрены 8. Нала Чиндерия расскажет подробности. Парламент Абхазии внес изменения в закон о государственных наградах и почетных званиях. Теперь статус заслуженного работника связи будут получать граждане, проработавшие в сфере более 15 лет. Также в республике вводится почетное звание «Заслуженный работник дипломатической службы Республики Абхазия». Данная мера направлена на признание особых заслуг дипломатов в реализации внешнеполитического курса страны. Следующим вопросом депутаты ратифицировали соглашение между Абхазией и Россией о софинансировании расходов на поэтапное повышение материально-технического обеспечения работников органов внутренних дел, денежного довольствия и социальных гарантий работников. В нынешнем году средняя заработная плата сотрудников внутренних дел достигнет 46 тысяч рублей. Рост примерно в 55%. Программа повышения продолжится в 2027 и 2028 годах. 95% расходов берет на себя российская сторона. Доля финансирования из бюджета Абхазии составит 5%. Далее депутаты утвердили отчеты об исполнении бюджетов за 2025 год 6 внебюджетных фондов. Доходы фонда за 2025 год составили 351 миллион. В процентном выражении 91%. Расходы фонда за 2025 год составили 343 миллиона 759 тысяч. В процентном выражении 89%. Остаток средств на конец года, то есть на 1 января 2026 года, составил 13 миллионов 500
тысяч рублей. Исполнение бюджета характеризуется сбалансированностью дохода и расходов, отсутствием дефицита и обеспечением финансирования всех предусмотренных обязательств. Если мы переходим к расходной части, значит здесь, во-первых, и по мобилизации задолженности тоже большая сумма, примерно 60 миллионов. Значит, то, что учтено, это самые долги организации перед фондом репатриации. И хотелось бы по расходной части тоже отметить, что более детально надо анализировать исполнение бюджета. Вы выходили с просьбой о внесении изменений в закон о бюджете внебюджетного фонда репатриации в парламент. Они, значит, утвердили увеличить расходы на ЭКО примерно до 50 миллионов вы довели, а вы исполнили только 29 миллионов. Зачем надо было, значит, выходить в парламент об увеличении, если вы не исполняете основные параметры? А, кстати, куда эти деньги? Вот мы на ЭКО что перевели деньги. Они потрачены были в декабре? На ЭКО что перевели деньги? Потрачены, они не было ни одного заявления, я не мог их потратить. Я сейчас не помню. Да. Почему тогда мы в декабре, это не ваша вина, я же знаю, вам сказали, вы перевели хорошо. Тогда инициатором был кабинет министров. Да, ну мы что, не знали, что за 10 дней они физически это не освоят? Ну мы думали какие-то... Нет, мы-то да, не к нам вопрос, к тем, кто ему сказал, а давай туда переведи эти 20 миллионов, которые, зная, что они не освоятся. Фонд репатриации создан с целью реализации государственной программы. Программы нет, то есть с какой целью функционирует фонд вообще концептуально. Есть программа, которая утверждает какой-то план, и потом этот план не выполняется, то как-то нужно рассматривать это в процессе взаимосвязи, потому что конечный результат мы видим, что потом что-то не получилось, там что-то не доделали, а кто мешало проработать этот, почему мы не имеем права, да, мы в том числе, да, конечно. Да. Я за это говорю. В будущем или вот механизм заложить, чтобы просматривались такие вопросы именно в процессе того, что другие будут здесь находиться. За 2025 год поступление доходов Дорожного фонда при плане 160 миллионов составило 149 миллионов рублей, а расходы фонда 141,9 миллионов. Средства Дорожного фонда направлялись на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования. В планах у фонда на 5 миллионов 200 тысяч рублей осуществить ремонт республиканской трассы. Также в этом году от Сухума до Псу планируется нанести свежую разметку. У нас всегда будет дефицит. Мы стараемся из всего этого выбрать самое необходимое, самое неотложное. Вы повторите, какие вы доходы получили за прошлый год, сумму назовите. 141 миллион. За 141 миллионов содержать дороги в нашей стране мы и на комитете обсуждали, друзья, мы должны формировать бюджет этого фонда с совершенно других цифр. Да, вы абсолютно правильно говорите. Инициативы были со стороны руководства этого фонда. За те деньги, которые не получают, решить вопросы, которые у нас с дорожным покрытием в стране, перекрытие, мы знаем, мы из года в год это обсуждаем, но эти средства явно, вы правильно говорите. Из 12 вопросов депутаты рассмотрели 8. 4 были сняты с повестки дня. Нала Чхиндирия, Константин Парулова, Рада Гвинчия, Абхазское телевидение. Первый урожай бананов собрали в Абхазии. Это настоящая победа абхазских ученых-аграриев. Поздравить сотрудников Института сельского хозяйства со знаменательным событием приехали советник президента по сельскому хозяйству Беслан Джопуа, вице-премьер Вараздат Минасян, глава Гулрыбского района Саид Харази, президент Академии наук Абхазии Зураб Джапуа и все, кто помогал команде института в реализации проекта. Репортаж Ирины Аршба. Глава Гулрыбского района Саид Харази срывает прямо с ветки спелый банан и пробует его на вкус. Событие действительно уникальное. Первый урожай бананов собрали в теплице питомника Института сельского хозяйства спустя ровно год после высадки банановых деревьев. Я от всей души поздравляю Гулрыбский район, сельскохозяйственный район. И мы видим в этот
день прекрасный, накануне Дня Великой Победы, Отечественной войны 41-45 годах. Вы одержали в сельском хозяйстве, одержали серьезную победу, и наша культура пополнилась именно вот бананами. Спасибо. Я хотел бы попробовать, испробовать, сорвать. Пожалуйста, пожалуйста. Идея вырастить в Абхазии бананы принадлежит директору Института сельского хозяйства Лёсику Айба. Приехав однажды из научной конференции, в которой он принимал участие, ученый решил воплотить идею дома. Обмолвился об этом в одном из разговоров с Вячеславом Библаем, предпринимателем и меценатом. Таким образом, идея стала воплощаться в реальность. Работы по обустройству теплицы начались в феврале прошлого года. Здесь созданы благоприятные условия для выращивания тропических фруктов, включая отопление и освещение. Когда Лёсик Янкович поехал в экспедицию, посмотрел те теплицы, которые он увидел, да, и приехал с этой идеей сюда, в Абхазию, я увидел блеск в его глазах. Вот, я решил, что надо это поддержать. Все равно мы надеемся на то, что бананы имеют будущее на территории Абхазии. И то, что вот сегодня мы здесь видим, это огромный шаг вперед. И в имидже Абхазии это не только наука. Понятно, что это прежде всего наука, потому что здесь пока идут научные работы. Но будущее у этого фрукта, у этого плода в Абхазии есть. Мы в это верим. Пока строилась теплица, агрономы не сидели без дела. Подготовили посадочный материал и грунт. Высадку саженцев произвели 9 мая и посвятили это событие Дню Победы в Великой Отечественной войне. На сегодняшний день собрали 180 килограмм бананов. Они пока зеленые, но по технологии должны дозреть на ветке, и потом их можно употреблять в пищу. Особо не требовательны, лишь бы не были кислые почвы. Да, кислые почвы – это голубика. А это нейтральные почвы нужны. Но это международный проект, между прочим. Вот мы с Писанцевичем ездили, у нас 3 теплицы таких сделали. В Сочи 2, здесь 1. Стараемся до 20 градусов держать его. А днем тоже желательно, 25, влажность 70-80. Ну, если даже 50 будет, ничего страшного. Надо окна открывать. У нас окна автоматически открываются в зависимости от внутренней температуры. А вечером температура падает, они автоматом закрываются. Вот газовые окна вокруг поставить. Пока что эти сорта бананов можно выращивать только в тепличных условиях, так как они вызревают при определенной температуре. Но, по словам Лёсика Айба, все культуры, включая мандарины и апельсины, когда-то завезенные в республику, прошли через адаптацию. Ученый уверен, через некоторое время адаптируются и бананы. Фихуа завезли, хурма завезли. У нас дикая хурма только росла. Это все когда-то завозили, природа меняется, идет адаптация, ученые работают, выводят более приемлемые для этой земли. Я не сомневаюсь, через 5-6 лет некоторые сорта уйдут на улицу, будут расти. Но микрозональное размещение. То есть места, где можно спокойно расти. Достижения абхазских ученых не остались незамеченными российскими коллегами. По словам президента Академии наук Абхазии Зураба Джапоа, ученых из Сочи, Краснодара, Ростова, Москвы и Санкт-Петербурга очень заинтересовал опыт выращивания тропических плодов в субтропических условиях. Вот буквально на днях едем для того, чтобы наладить связи, подписывать соглашения и так далее, вот проявляют интерес к Институту сельского хозяйства Академии наук Абхазии. Это нас очень радует. Есть разные соглашения, контракты там, и так далее. Мы обмениваемся опытом, и это очень здорово. И знаете, вот российским ученым, да самим академикам, есть что перенять у нас. Это позволяет. Почему? Потому что у нас есть хороший потенциал и, естественно, природные условия, климатические условия. Поэтому вот нам нужно развивать все возможные культуры, которые вот подходят нам, нашей природе, нашему климату, и развивать науку в Абхазии. Всего построено 3 теплицы, 2 в Сочи и 1 в Гулрыбском районе Абхазии. Здесь высажены не только бананы, но и папайя, ананасы. Кроме того, завезли еще одну новую культуру
Жимолость – это известный своими ранними синими плодами многолетний кустарник. Ягоды поспевают в начале июня. Вкус кисло-сладкий, с легкой горчинкой, напоминающий чернику. По словам Лёсика Айба, привезли 7 сортов, и сейчас в институте наблюдают, как покажет себя кустарник в наших условиях. Одним словом, ученые справились со своей задачей, показали, что в Абхазии можно выращивать бананы и обеспечить не только внутренний рынок, но и поставлять на экспорт. Но главное, продукт будет экологически чистым и качественным, так как его будут срезать не за 3 месяца до созревания, а за неделю до поставки. Теперь слово за предпринимателями, готовыми взяться за это пока непростое дело и масштабировать производство бананов. И, возможно, уже совсем скоро на прилавках появится еще один бренд нашей страны. Ирина Ашба, Юрий Арцебашев, Абхазское телевидение. В этом году аграрный сектор Абхазии столкнулся с непростыми стартовыми условиями. Неблагоприятная погода внесла свои коррективы, отодвинув начало весенних полевых работ. Чтобы оценить ситуацию и наметить пути решения, министр сельского хозяйства Беслан Пирцхелия и начальник отдела механизации Минсельхоза Астамур Асландзе посетили машинно-технологические станции в Сухумском и Гулрыбском районах, которые полностью готовы к началу работ. Традиционно сроки проведения пахотных работ в Абхазии напрямую зависят от капризов природы и могут растянуться вплоть до июля. В этом году, как и в предыдущие, в полевых работах задействована как государственная, так и частная техника. На сегодняшний день парк сельхозтехники МТС по всей Абхазии насчитывает 97 тракторов, из которых 77 находятся в рабочем состоянии. Для поддержания техники в надлежащем виде и расширения обрабатываемых площадей Минсельхоз в текущем году планирует выделить 10 миллионов рублей на закупку запчастей и 100 миллионов рублей на обновление парка техники. Первый рейс из Уфы прибыл в Сухумский аэропорт. Среди пассажиров министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкортостана Маргарита Болычева и спикер парламента Абхазии Лаша Ашуба. Полеты будут регулярно выполняться компанией «Руслайн» на бомбардир вместимостью в 50 мест раз в неделю с 6 мая по 15 октября. Из абхазской столицы в Башкирскую вылетать будут по средам, а обратно по четвергам. Гостей из Уфы в Сухумском аэропорту встретили вице-премьер Джансух Нанба и министр экономики Теймураз Миквабия. Пассажиров авиарейса приветствовали абхазскими национальными танцами. Решили сами проверить, посмотреть, как летает первый рейс, как будут летать наши граждане. Рейс был заполнен. Летели мы превосходно. Мне кажется, даже меньше заявленных 3,5 часов. Ну и, конечно, в компании Лаши Нукзаровича мы чувствовали себя в полной безопасности. Как минимум юридической и нормотворческой безопасности точно. Приятно слышать, приятно слышать. Позвольте мне от своего имени, от имени правительства, в первую очередь поблагодарить главу Республики Башкортостан, премьер-министра Республики Башкортостан за то, что у нас появилась такая возможность встречать вас прямо из Уфы. Огромная работа была проделана для того, чтобы этот маршрут наконец-то состоялся, и мы встретили вас сегодня. Огромное вам спасибо. Мы всегда рады видеть вас в Абхазии. Большое спасибо. Мы понимаем, что это только начало. Глава республики Ради Фаритович, премьер-министр Андрей Геннадьевич ставят задачу, чтобы рейс был более частым, не раз в неделю, чтобы была возможность приезжать не только туристам на неделю, но и чтобы деловые поездки тоже могли совершаться комфортно, с возвратом на 2-3 дня. Поэтому будем работать в этом направлении по поручению нашего руководства, чтобы рейс был более частым, более комфортным для наших граждан и наших пассажиров. Спасибо. Я думаю, что этот рейс будет одним из самых популярных, как в Уфе, так и в Абхазии. Реконструкция набережной Сухума идет по плану, но в процессе объем работ увеличивается. О ходе реконструкции набережной рассказал глава города Тимур Агарба вместе с замглавы управления президента России по общественным проектам Александром Журавским. После демонтажа облицовочного камня подпорной стенки выяснилось, что капитального ремонта требует и подпорная, и отбойная стена. Также пришлось заняться ливневыми коллекторами и инженерной инфраструктурой.
Реконструкция набережной идет по плану. Есть множество факторов, да, которые по ходу работ выявляются. Это дополнительные работы, которые выявились после демонтажных работ. Это состояние подпорной волноотбойной стены, которая потребовала капитального ремонта. Это состояние ливневых коллекторов, которые проходят сквозь набережную. Вся эта инженерная инфраструктура, все эти дополнительные работы потребовали внесения изменений в проектно-сметную документацию и дополнительного прохождения экспертизы в Российской Федерации. Безусловно, все это влияет на ход работ, но сроки у нас сильно не сдвигаются. У нас каждый месяц мы планируем часть набережной открывать. Вот сегодня мы находимся в парке неизвестному солдату. Благодаря международному аэропорту города Сухум ведется масштабная реконструкция парка. Завершены работы по реставрации памятника неизвестному солдату. Тут идет все в плановом порядке, все будет выполнено в срок. Срок завершения этих мероприятий конец мая. То есть в конце мая мы этот парк будем открывать первым. Есть у нас сдвиги по срокам, но на исторической части вызваны объективными причинами. Там также демонтажные работы выявили очень серьезные археологические раскопки. Это очень важно для нашего города и для нашей страны, в принципе, в целом для нашей истории. Это памятники архитектуры, которые, на которых археологи проводят работы. Сообщество ученых, историков обратилось с просьбой сделать временный променад через территорию крепости для того, чтобы дать возможность летом поработать археологам на исторической части, что мы сейчас и делаем. То есть мы планируем к лету сделать временный променад через территорию крепости для того, чтобы не создавать дискомфорт нашим горожанам и гостям нашей столицы. Также на остальных участках у нас ведутся работы, были внесены все необходимые изменения, повторюсь, в проектно-сметную документацию. И планово, поэтапно мы собираемся сдавать все участки. Действительно, многое из того, за что проголосовали жители, уже реализовано, многое будет реализовано, и будет даже реализовано то, что изначально не предполагалось, и Тимур Михайлович об этом сказал. Это связано с тем, что по мере реализации работы выявлялось все большее количество необходимых изменений, и капитальных вложений, и конструктивных изменений. Это связано и с коммуникациями, которые находились в ненадлежащем, еще советские коммуникации в ненадлежащем виде, их необходимо было менять. Это связано с тем, что многие природоохранные организации тоже, естественно, выносили свои требования и влияли на изменение проектной документации в связи с необходимостью сохранить зеленые насаждения, их корни. Да, поэтому очень бережные были приняты решения проектной документации по тому, как будет организован зеленый променад. Вообще проектные решения очень интересны, потому что их ключевая задача восстановить общественную, значимую центральную функцию набережной в жизни города Сухум. И на это направлена вся работа и проектировщиков, и тех, кто сейчас работает на участках разных и меценатов. Если мы говорим об историческом участке, то это известные благотворители, бизнесмены российско-абхазские. Если мы говорим о причале, это Краснодарский край. Если мы говорим об этом месте, где мы находимся, в парке, то это аэропорт. Там еще есть большой участок Башкортостана, Татарстана. И все субъекты Российской Федерации, все участники этого процесса реконструкции, они понимают ответственность, и они понимают, что они не имеют права отходить от того проекта, который явился таким общественным консенсусным проектом, за который голосовали горожане, и тот проект, который одобрен Горсоветом
города Сухум. И, конечно, по мере того, как идут работы, появляются новые предложения и по МАФам, по площадкам, но все они либо в том виде, в котором согласованы городом и горожанами, либо это такие изменения, которые улучшат жизнь горожан. Вот мы, например, на этой площадке сейчас находимся. Отдельно здесь находится Дом Москвы. На самом деле, через какое-то время это будет Дом российско-абхазской дружбы «Мы вместе». Это будет новое общественное пространство. И Бадр Зурабович и Сергей Владимирович перед нами всеми ставят задачи, чтобы это был дом всех общественных организаций и Абхазии, и России, и чтобы вот это вот большое, громадное пространство набережной со всеми парковыми зонами, рекреационными, зелеными променадами, они работали на курортный имидж города Сухум. Тимур Михайлович, насколько значим этот проект для Сухума и как будет решаться вопрос с исторической частью берега, будет ли он сохранен? Безусловно, это очень значимый проект для нашего города. Наша набережная охватывает всю центральную часть нашего города. И сегодня эти 2 километра, реконструируемая часть, она действительно давно нуждалась в глубокой реконструкции. Как вы помните, вся она была заставлена старыми, устаревшими торговыми павильонами и малыми архитектурными формами, которые закрывали обзор на морскую бухту нашу. Да, и было принято решение, что все новые современные павильоны и МАФы, они переносятся в зеленую зону. Создается второй променад тенистый, который пойдет через парковую зону. Также будут велодорожки в парковых зонах. И по завершению всех работ у нас будет очень современная, функциональная набережная, которая будет привлекать еще больше людей, в том числе и туристов, в наш город. Поэтому я считаю, что это очень важный и знаковый проект, который мы реализуем совместно с нашими коллегами, за что им огромная благодарность. Площадки все мы можем увидеть на тех планах, которые доступны всем горожанам и гостям столицы. И вовлечены сюда субъекты Российской Федерации. Но начнем с того, что проект делала крупная компания «Вау Хаус», архитектурное бюро. Олег Аркадьевич Шапир, известный российский архитектор, который работал практически по всей стране, и в Татарстане, и в Сочи, и понятно, что в Москве. И те архитектурные решения, которые были предложены и одобрены горожанами, они сейчас реализуются уже упомянутые мною субъектами Российской Федерации, Татарстаном, Башкортостаном, Москвой, Краснодарским краем, Нижегородской областью, если мы говорим об освещении, потому что по мере того, как начинает реализовываться проект, хочется всегда сделать еще что-то, еще лучше. И в частности, по итогам обсуждения с проектировщиками, с горожанами, с Градсоветом, и Бадр Зурабович, и Сергей Владимирович предложили, чтобы историческая часть набережной была еще специальным образом подсвечена. И этим занимается вот Нижегородской области мэрия. Вся набережная в результате тоже будет подсвечена. Эти планы есть. Сейчас делается проект. Это тоже совместное финансирование и бизнесменов, представляющих абхазский бизнес, и меценатов из России, которые происходят тоже родом из Абхазии. И это будет светящаяся красивая набережная с умным цветорешением. И большой, такой удивительный центр общественной, культурной и рекреационной жизни города. И все те регионы, которые участвуют, они тоже что-то привносят свои предложения. Но при этом всегда стараются, чтобы эти предложения были приняты горожанами, потому что нет ничего хуже, когда прийти со своим видением, а оно не ляжет на сердце сухумчан. Поэтому все решения, которые будут предлагаться или которые предлагаются, они все согласованы и с мэрией, и Градсоветом, и с общественным мнением.
Новый штаб «Молодой Абхазии» презентовали в Сухуми. Площадка ориентирована на поддержку гражданских инициатив и образовательных проектов. На встрече ветераны движения и новые лидеры обсудили перезапуск организации. Акцент сделают на прикладных сферах – бизнес, наука, спорт, призывая молодежь уходить от излишней политики к реальным делам. Движение переходит на проектную модель. Внедряется четкое управление, аудит и план для районных отделений. Не менее 3 инициатив в год. Работа будет строиться вокруг 4 основных платформ – патриотизм, бизнес, спорт и социальная ответственность. Главным практическим итогом стало создание группы по подготовке масштабного республиканского форума. По словам лидера движения Дениса Соломка, обновленная организация станет живым пространством для самореализации нового поколения. И наш сегодняшний круглый стол, он в большей степени это такое камерное мероприятие, посвященное в первую очередь идее перезапуска и начала работы молодежного движения «Молодая Абхазия», презентации нашего с вами офиса. Да, это не просто помещение, не просто кабинет, это пространство для новых идей, пространство для самореализации, пространство для движения вперед. Это место, двери которого никогда не должны закрываться. Это место должно стать сосредоточением идей, мыслей и движения вперед для нашей молодежи. Ветерана Великой Отечественной войны Нонну Дорофееву поздравили с 81-й годовщиной победы представители посольства России, Россотрудничества и Народного фронта. Они вручили ей памятные подарки, зачитали письмо от президента Российской Федерации Владимира Путина. 101-летняя Дорофеева спела гостям знаменитую советскую песню «Если завтра война». Нонна Дорофеева ушла в армию в 1942 году в возрасте 18 лет. Прошла Варшаву, Лодзь, Лович, штурмовала Берлин. На войне она встретила своего будущего мужа, сержанта Ивана Дорофеева, с которым переехала в Абхазию. С грядущим Днем Победы поздравили ветерана Елену Вадзинскую. Ей также вручили подарки и зачитали письмо от президента России Владимира Путина. Елена Вадзинская в возрасте 17 лет добровольно отправилась работать в госпиталь в Цхалтубо, куда свозили раненых бойцов. Представители посольства России в Абхазии, Россотрудничества и Народного фронта также поздравили блокадницу Нонну Молаглы и пожелали ей крепкого здоровья и благополучия. Нонна Молаглы была ребенком, когда началась блокада Ленинграда. Она единственная блокадница, живущая в Сухуми. Второй этап 4-го международного музыкального конкурса лаборатории Лисы Гицба «Музыка. Диалог без расстояний и границ», начавшийся с гастролей в разных городах России, завершится серией концертов в Абхазии в июне в уникальных концертных залах. В них примут участие лауреаты конкурса лаборатории прошлого года, а также солисты филармонии. С начала текущего года гастроли уже состоялись в Новосибирске, Красноярске, Белгороде, Москве, Казани и Нижнем Новгороде. Наш международный музыкальный конкурс «Лаборатория» под девизом «Музыка. Диалог без расстояний и границ» — это ежегодное событие для вокалистов академического направления и концертмейстеров, которое реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и правительства Республики Абхазия. 26 мая состоится концерт в Геликон-опере, в котором примут участие победители конкурса разных лет. А в июне мы возвращаемся домой, в нашу прекрасную Абхазию, с серии разнообразных концертных программ. И начнем, конечно, с нашей столичной филармонии. Ведь именно здесь проходили все третьи туры и гала-концерты победителей конкурсов за эти 4 года. Концерты в Абхазии имеют особое значение. Будучи российско-абхазской певицей, я рада, что могу привозить в родную Абхазию ярких участников нашего конкурса лаборатории разных лет и из разных городов России, а также знакомить абхазских исполнителей с нашим проектом. И ведь именно с этой целью я задумала этот проект 5 лет назад, потому что верю, что музыка всегда была и остается диалогом без границ и расстояний. А сейчас расскажем о погоде.
В пятницу, 8 мая, в Абхазии преимущественно без осадков, местами возможен туман. Температура воздуха ночью 9-14, днем 15-20 градусов тепла. Температура морской воды плюс 13 градусов. На этом информационный выпуск Амшукшара подошел к концу. До свидания. Всего хорошего.